Сегодня понятно одно. Вирус бесконечно меняется. Каждая новая волна приносит новую разновидность болезни. И сегодня специалисты, подчеркну, именно специалисты вынуждены констатировать, что прежние протоколы лечения перестали работать. Лекарства против вируса нет. Все остальное – поддерживающая терапия и Господь Бог, который решает, быть или не быть данному конкретному человеку на этом белом свете. Официальная статистика, которой, естественно, никто уже не верит, потому что соседка, у которой подруга, муж, который работает в больнице, сказала, что привозят сотни больных и вывозят горы трупов, тем не менее фиксирует новую волну, и мы постепенно возвращаемся к показателям годичной давности. Вот данные по нашему федеральному округу о количестве заболевающих в сутки на конец недели в порядке убывания. Нижегородская область – 536, Пермский край – 422, Самарская область – 331, Оренбургская область – 304, Ульяновская область – 261, Саратовская область – 246, Республика Башкортостан – 245, Пензенская область – 231, Удмуртия – 144, Кировская область – 121, Чувашия – 71, Мордовия – 66, Республика Марий-Эл – 60 и, наконец, Татарстан – всего 51 человек в день. Меньше, чем у нас, только в Ненецком и Чукотском автономных округах и в Магадане, что, конечно, удивительно, учитывая плотность населения. Но другой статистики у нас для вас нет. Что же из этого следует? Следует жить, как поется в песне, шить сарафаны и легкие платья из ситца. Вы полагаете, все это будет носиться? Я полагаю, что все это следует шить и прививаться, ибо сколько ковиду не кружить, не бесконечны его кабала и опала. И я надеюсь, многие из нас доживут до праздничного бала в честь окончания эпидемии.